Здравствуйте, это «7 дней плюс» и Светлана Кадыровой. В России идет год семьи. Вот насколько важно это сегодня, в чем смысл, как его встретили многодетные семьи, чего от него ждут. Сегодня обсуждаем с нашей очаровательной гостьей Елена Петровна Тихонова. Сегодня в гостях руководитель родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, заслуженный юрист Республики Татарстан, сооснователь и руководитель детского города Kids Space, а еще мама троих детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и так, давайте, Елена Петровна, для начала с вашей семьей многодетной. Во-первых, мечтали ли когда-то, будучи девочкой с бантиком, о том, что у вас будет много-много детей? Ну, я мечтала о детях. Я мечтала о детях, наверное, лет с 12, может быть. И поэтому я приняла это с большой радостью. Конечно, после рождения первого ребенка уже немножечко, ты когда реальность понимаешь. Оптимизма поубавилось. Да, оптимизма поубавилось, но я очень рада, что все именно так сложилось в моей жизни. Тем более, что я и сама из семьи, где 3 детей, мой муж из семьи, где 3 детей. Я не могу сказать, что это над нами как-то там давлело, но мне кажется, что это просто какая-то логичная история. Вот. Причем инициатором именно 3-го ребенка был муж в нашей семье, и его такая позиция была, что пусть у детей будут близкие люди. Ну, то есть все когда-то, да, все когда-то заканчивается, но пусть у них будут близкие. Это очень круто. И сейчас у вас 3? И сейчас у меня 3 детей, причем я уже вышла из рядов многодетства, потому что дети, законодательно я имею в виду, вот, потому что дети уже у меня стали взрослые, одной 21 год, второй дочке 19 вот скоро будет, и сыну будет 14 лет. При этом, несмотря на многодетность, пусть даже не в юридическом плане, да, вы успешно развиваете и бизнес в том числе, и получаете звание заслуженных, и что-то придумываете, создаете, участвуете в общественной жизни безумно. А как это все совмещается? Это тоже абсолютно логично для моей личности, для моего характера. Я не знаю, есть мамы, которые, им нравится вести домашнее хозяйство, и вообще они себя чувствуют гармонично в семье. Есть люди, которым нужно общество, деятельность какая-то другая. Сейчас вообще принято, в общем-то, принимать любые черты своей личности. Когда-то было как-то это, наверное, не очень правильно, да, когда даже я сама, будучи мамой одного ребенка, не очень понимала тех мам, которые не до 3 лет со своим малышом идут куда-то работать, там отдают куда-то там няням. Я, честно говоря, сама была в рядах тех, кто это прям порицал. Вот. А уже со 2-м ребенком я поняла, что лучше у детей будет здоровая, психологически уравновешенная, гармоничная мать, нежели чем человек, который действительно уже немножко несчастен в этом дне сурка, потому что из чего состоит жизнь мамы? Да? Это один и тот же режим дня, это 2-й, 3-й, 4-й, в зависимости от количества детей, изучение азбуки, одни и те же сказки, одни и те же прогулки, люди, песочницы. Вот. Ничего в этом плохого нет. Я сейчас вспоминаю это время как самое счастливое время в моей жизни. Но когда ты находишься в моменте, это действительно очень тяжелый физический труд, это недосып, это какие-то недомолвки, недосказанности со всеми, да, потому что ты хочешь, чтобы тебя все пожалели или помогали, вот, а у всех свои дела. Муж возвращается от людей, с работы, он в каких-то энергиях находится, а ты все время в одной. Хотя это и материнское счастье не отменяет. Вот. И, но дети конечно, не сказали, что мам, мы тебя не видели, я не знаю. Нет. Мама, ты все-таки отдала большую часть работе, большую часть себя. Вы знаете, если говорить про вообще рабочие какие-то мои пути, то я же была в системе Росреестра, и я 8 лет проработала в кадастровой палате заместителем руководителя. И как раз-таки мое решение уйти оттуда, в принципе, у меня хорошая была история, развитие, коллектив, все прекрасно. И, в общем-то, первые, наверное, навыки руководительства я там получила, и очень благодарна этому месту. Но моим посылом уйти оттуда было как раз-таки желание больше видеть своих детей.
И мне казалось, что я так больше буду их видеть, если я уйду. Открывая бизнес, вы Да, больше будете видеть я своих так детей. подумала, да, что я буду чаще видеть своих детей, у меня уже не будет такой обязанности в 6 утра вставать, и когда ты завязываешь ботинки, кто-то в это время сосет твою грудь. Ну, то есть это действительно будни. Вот за той красивой картинкой, когда мы видим картинки многодетных женщин, да, многодетных семей, и все представляют, что это действительно вот такая вот радостная история. И у нас есть. А вы считаете, что нужно такие публиковать фотографии реальные? Многодетства? Я просто хочу, а вообще чтобы... надо это делать, как думаете? Я не знаю насчет публиковать, но я считаю, что вот эта вот слишком иллюзорная картинка многодетства, она может быть иногда, ну, тоже какую-то не сильно хорошую роль играет с родителями, потому что даже когда мама встречается с одним ребенком в роддоме, это одно. Потом, когда начинается неделя материнства, 2 месяца и так далее, ну, приходит, да, вот откуда всякие депрессии, да, у матерей. Возможно, от этого тоже могут быть, не только гормональная история. То есть она физически и морально была не готова к тому, что это будет непросто. Вот. Поэтому, когда я говорю про то, что я думала, что я буду больше, чаще видеть своих детей, это, ну да, это стало таким волшебным фонариком. Вот. Но это было неправдой, потому что частный бизнес, он еще больше занимает время, и ты начинаешь уже здесь, наверное, быть более глубокой. И однажды мне на одном тренинге сказали очень интересную вещь. Это был тренинг как раз-таки про материнство, и я пошла с таким немного сарказмом, думая, что ну чему они там меня могут научить, у меня 3 детей. Что я не знаю про материнство? Но вы знаете, я вытащила оттуда одну очень интересную мысль про то, что не надо себя чувствовать виноватой от того, что ты мало времени уделяешь своим детям, потому что важно уделять качественное время. И вот качество времени, уделенное ребенку, оно, наверное, даже перекрывает порой количество. Можно сидеть часами рядом на диване и оба в гаджете, а можно там 10 минут рассказывать сказку и обсудить ее, и дать больше. Смысл, да? Дать больше. Ну, вот сейчас сказали, на тренинг ходили по материнству. А что, мамам и многодетным мамам тоже надо учиться? Я думаю, что да. А материнству вообще нужно учиться? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что вот вы мне сейчас задали вопрос про детство, хотела ли я быть мамой. Я помню, что каким-то чудом в нашей семье, я не знаю почему, вот, кстати говоря, почему? Наверное, мама это выписывала для себя. Был у нас журнал «Семья и школа». И я впервые узнала оттуда, чем отличаются мужчины и женщины и так далее. Вот такие вот вопросы. Почему-то мне это было интересно читать. И, видимо, там были какие-то вещи, которым я училась. Когда у меня был первенец, я была беременна первым ребенком, я читала специальные книги, журналы. И все равно я была не готова. Какие-то вещи я познавала в первый раз. Со вторым, с третьим ребенком ты все равно узнаешь что-то новое. И вы знаете, когда дети стали взрослыми, и да, есть такой момент, что как бы ты ни любил своего ребенка, сколько бы ты ни вложил в него и не дал, все равно твоему ребенку во взрослом состоянии будет что сказать своему психологу. Да? Есть такая фраза. Так вот, когда мои дети стали мне проговаривать о своих травмах и так далее, и я тоже как-то, ну да, пересматривала, да, думаю, ну как бы, почему я вот здесь вот так сделала, почему вот здесь. Было время, когда наш проект был в 3 городах, и я самый такой, может быть, пиковый подростковый период старших детей просто на трассах время проводила, потому что я ездила постоянно из одного города в другой. Да, и это не значит, что я не была на связи, мы пропускали какие-то прививки, или я не знала, как они общаются с педагогами, со сверстниками. Я знала, но физически вот там понюхать эти макушки, скажем так, да? Да, я, наверное, что-то не успела. Но когда они мне начали про это говорить, я как-то ушла от этого чувства вины. Видимо, какой-то у меня инстинкт самосохранения сработал. Я, знаете, какую тоже мысль поймала, что я же в первый раз была мамой. И я в первый раз была мамой 2 детей тоже. И в первый раз я была мамой, работающей уже в бизнесе и с 3 детьми. Мы, в принципе, живем эту жизнь впервые. И, наверное, никто не научится материнству на 5.
в этой жизни. Наверное, мы только, извините, перебила, наверное, мы только и начинаем понимать, как это делать, тогда, когда дети вырастают, и, наверное, отсюда и желание бабушек очень, ну, как-то много советов дать, да? Хочется, конечно, сдерживаться, но вообще, наверное, от этого идет эта вот мудрость, потому что с чем-то ты уже сталкивался. Ну, в принципе, школа мам, вот какая-то интересная история, хотя вот школа будущих мам есть, а просто школа мам, с другой стороны, еще напрягать еще какой-то школой, да, может быть, название должно быть другими. Либо это должен быть клуб для мам, где могут... вот, может быть, в год семьи стоит задуматься о том, что материнство тоже не то что учить, а с материнством нужно помогать. 100%. Да? У нас был такой опыт с Министерством по делам молодежи. У нас был опыт работать с мамами, потому что, ну, кто такая молодежь? Молодежь – это вчерашние дети. И когда мы хотим что-то от молодежи получить, разумеется, мы должны начинать с родителей. И вот у нас был такой опыт, мы собирали форум для родителей подростков, ну, которые там через 2-3 года становятся в категорию молодежь попадают. Так вот, мы очень легко собрали 200 человек в зале, мест было, и все места были заняты, и 6 тысяч человек, может сейчас уже больше, потому что это выложено, нас посмотрели в онлайне. И все люди просили еще. Что это было? Это был просто формат TEDx, когда родители, психологи, какие-то просто мужчины-отцы, женщины-мамы делились своим опытом в отношении каких-то вот нюансов, которые могут возникнуть в материнстве именно с детьми-подростками. Эта категория вообще как-то обделена вниманием, а на самом деле ведь, когда мамы новенькие, у новеньких детей, мы-то как раз-таки и там роемся в журналах, общаемся друг с другом и так далее. И по мере взросления ребенка, как будто бы мы думаем, что мы уже знаем, у нас уже температура ребенка не сильно сбивает, мы уже знаем, что делать. Вот. И мы думаем, и это иллюзия, что ребенок уже от нас отпочковался, тем более он в подростковом возрасте так это транслирует явно. Открыто, да. Да, то возникает такая ошибка у родителей, что он уже и сам действительно пусть попробует, да, и вот этот вот период сепарации как будто бы так проходит, у кого-то жестко, у кого-то мягко. Но у каждого, безусловно, есть миллион вопросов о той или иной сфере. Но если этот формат востребован, может быть, действительно можно воплотить в год семьи, может быть, на каких-то общественных началах, на каких-то общественных площадках. Да. Ну а в принципе, о каких мерах поддержки или о каких проектах вы мечтаете, чтобы они воплотились в год семьи? Но если честно, мне бы действительно очень хотелось, потому что прошло уже 2 года, мне действительно хотелось бы, чтобы вот этот вот формат школы для родителей, родительских каких-то форумов, он был. Потому что сейчас, в силу своей нынешней работы, я частенько бываю в чатах мам, и это наша целевая аудитория. Я вижу, какие вопросы, в принципе, мам волнуют. И даже вот сегодня на передачу собираясь, я задала вопрос в чат мам, в котором я состою в нашем поселке, я за городом живу. И я говорю: девчонки, помогите, у нас сегодня будут вопросы про многодетность, а я уже взрослая. Вот, поэтому расскажите, какие сейчас, может быть, что-то изменились. И они мне накидали все свои чаяния. Что там в топе, Елена Петровна? В топе то же самое, что и было в моем топе, когда я была в этой категории. В принципе, на самом деле вызывает недоумение, что многодетным у нас полагается какая-то поддержка. Вроде бы у тебя есть статус многодетный, но я вот по своему удостоверению многодетных 1 раз прошла в московский зоопарк с детьми. Московский. Вот. И в Москве же в общественном транспорте мне сказали: да вы что же, вы же многодетная. И в Татарстане я как-то этого, к сожалению, не почувствовала. Но оказывается, мне что-то там капало за проезд детей и так далее. Однажды мне все-таки выделили. Да, выделили. Пособие, оказывается, оно где-то копилось. Это тоже очень круто. Я ничего не могу сказать по поводу того, что нас не замечают. Конечно, статус есть. Но у всех в топе одно и то же. Как правило, я надеюсь, что статистика подтвердит мои слова, но, как правило, многодетными становятся родителями те, кто трудолюбив, кто готов в детей вкладывать. И, конечно, не все, далеко не все,
я уверена, рожают детей для того, чтобы получать какие-то пособия, материнский капитал. Да? Я прям хочу в это верить. Ну, у нас вы со статистикой работаете, задайте им этот вопрос, но мне кажется, что это так. И, к сожалению, поддержка государственная, она в основном распространяется на тех, кто не считается малоимущим. То есть как раз-таки те люди, которые трудятся, которые своих детей хотят сделать людьми сильными, образованными, да, интеллигентными, пополнить именно вот сильную какую-то вот такую вот часть, да, нашего края, как раз-таки эти люди никакой поддержки, и я в том числе, не получали. И сейчас вот именно об этом говорят многодетные. И было бы здорово, говорят они, если бы хотя бы платное питание в школе было для них бесплатным. Для это всех. Действительно для всех многодетных, неважно, малоимущий ты или не малоимущий. Потому что для любой многодетной семьи отдавать там 1500, а то и больше, да, если ребенок 2 раза питается, ну, это как бы бюджет. Это бюджет. Интересно. Еще такие из вопросов, ну, таких любопышек от немногодетной мамы. А чем вот многодетные мамы от немногодетной отвечают? Ну, мне кажется, это то же самое, как если жонглировать одним шариком и там 3, 5. То есть у вас мастерства больше, короче говоря. Нет, речь не про мастерство, а про что? Про жонглирование временем. Это просто постоянная... Это да, это логистика. Тут я не могу сказать, что это логистика, это просто логистика. Это больше поликлиник, больше школ, больше кружков. Был период, когда 3 детей, вот, ну, в моей жизни, ходили... Это же разные личности. Они же ходят по разным дорогам и к разным педагогам. Кто-то в музыкальную школу, кто-то спортивную, кто-то художник. И представляете, это логистика. В нашей семье повезло, у меня водитель свекровь, и она нам просто помогала. Я всегда говорю, что если бы не наши мамы, у нас бы, наверное, не получилось. А если у тебя один ребенок, но за всех 3, такое бывает? Ребенок с такой личностью? Я думаю, что бывает. Я могу считать себя многодетным. Нет, я думаю, что бывает, но мы сейчас про многодетных говорим. Я, честно, не знаю, как с одним, но вот с 3 так. С 5 еще как-то. Вот, еще сейчас в последнее время тренды, мне хочется, не то что негативные тренды, и мне хочется обратить на них внимание, особенно в год семьи. Очень много жестокости по отношению к детям, идет рост, это говорят и правоохранительные органы, силовые структуры, причем со стороны матерей. И вот недавно была история, что отец даже выбросил 2-летнего ребенка из окна, да, это в Юдино произошло, это шокирующе до сих пор, там, мы не пришли, наверное, в полноценное там состояние после этого. Вот на это каким образом нужно обращать внимание? А за это кто должен отвечать? И почему? Вот вообще, в принципе, на ваш взгляд, все это происходит? Ну, наверное, вернусь к той же теме, про которую мы уже затронули, про то, что не надо идеализировать. Вот в тот момент, когда вы вступаете в брак, когда вы принимаете решение о детях, не надо идеализировать картинку вот материнства. Что ребенок будет только улыбаться, конечно, просить еду 3 раза в день строго по графику. Да, в какой-то момент была, ну, она вроде бы комическая передача, когда-то я ее видела, когда молодую семью помещали там в квартиру с ребенком, который может и сикать, и какать, там, и там все дела. И даже это их шокировало, потому что они, ну, как бы реально не готовы. Одно дело селфи сделать, да, с детем, а другое дело за ним ухаживать. И это первое. Второе, как я уже опять же сказала, нужно начинать с родителей. У нас очень много психически, психологически незрелых людей, нездоровых людей, с неуравновешенной психикой. Это же тоже чьи-то дети. И я помню, на какой-то из ваших передач была тема, ходите ли вы к психологу, вообще обращаетесь ли вы к психологам. И, как правило, именно мужчины стесняются ходить к психологам, считают, что это зазорно и так далее. И один из гостей тогда сказал, что даже, может быть, это будет не психолог, а пусть это будет мулла или батюшка, да, но пусть это будет любой человек, который сможет себе как-то помочь, и это просто как проявление какой-то доброты, вот, потому что доброты именно не хватает. Вот откуда это? Откуда? Это же какие-то привычки из детства у человека. И, разумеется, наверное, нужно такие вещи
все-таки озвучивать. И озвучивать, вот почему, например, вот этот вот стрелок, да, который вот Галевиев, не хочу даже это имя произносить, но почему все так внимательно следят, как он наказан и так далее. Почему никто внимательно не будет следить, как этот человек наказан, а он должен понести наказание. И вот это показание, если оно будет таким тоже, люди будут информированы об этом, возможно, и страх от наказания тоже как-то повлияет. Ну, конечно. Ну, наверное, еще таких несколько советов хочется от вас, как от многодетной мамы, в том числе и счастливой супруги. Про разводы хочется поговорить. Что делать, чтобы люди сохраняли семьи? То есть я думаю, что вы тоже проходили какие-то этапы, когда остро стоял вопрос, что надо сохранить. Что делать в минуты отчаяния, в минуты роковые? Мы, наверное, недавно только про это говорили с мужем, когда он сказал какие-то там... Мы недавно с ним обсуждали, что вот нам повезло, вот кому-то повезло, кому-то не повезло. Вот 22 года мы в браке, повезло. Он говорит, ну мне же повезло, что я тебя встретила, тебе же повезло, что ты меня встретила. Я говорю, ну слушай, за 22 года это повезло уже в пыль превратиться могло 100 раз. 100 раз мы могли развестись. Что-то удерживает. Наверное, каждый раз это разные какие-то моменты, но вот меня, допустим, я прям вот чем старше становлюсь, тем больше даю себе этот отчет. Я сама из неполной семьи, и я как девочка, которая росла без отца, я чувствую эту важность, что у моих детей должен быть отец. Вот это для меня важно. И поэтому всегда есть стремление к тому, чтобы сохранить семью. В его семье вообще, в принципе, нет разводов. Очень часто свекровь мне каким-то добрым словом помогала, да. Когда-то моя мама помогала. То есть советы все равно нужны. Несколько раз 4, наверное, в нашей жизни мы ходили к психологу. И это тоже помогает расставить по полочкам какие-то вещи. Книги. Сейчас огромное количество хороших, качественных книг. Но вы знаете, кто ищет повод сохранить семью, тот его найдет. Должно быть зачем. Тогда ты будешь понимать, как. Ваши фирменные советы по воспитанию детей? Да любить, наверное. Любить. И да нет никакого фирменного совета. Любить, не отчаиваться. Ну и знаете, наверное, было бы здорово, если бы и я, и все молодые мамы, я вот, к сожалению, поздно про это поняла, научились все-таки кислородную маску надевать на себя сначала. А не на ребенка. Да. Это важно, потому что мама нужна в первую очередь, и все. Здоровая и психологически уравновешенная мама. Когда ты забываешь про себя, когда ты вот как та обезьянка из мультика бежишь все время куда-то, ну как-то да. Это первое. Второе, я, работая с родителями и с детьми, наблюдаю, как мамы стараются везде постелить соломку своим детям. Они раздвигают локтями всех других. Да, я считаю, что какой-то полезный, качественный стресс в детской жизни должен быть. И этот полезный, качественный стресс, он должен ребенка научить жить. То есть задача мамы ведь не опекать и не оберегать, и не обеспечивать вот так вот всем, да? Задача мамы, чтобы этот малыш смог быть взрослым, и во взрослой жизни он не чувствовал себя слабым и немощным, он умел бы выбирать людей рядом, которые будут, умел бы выбирать работу, которая делает его счастливым, а не успешным. И тогда все будет. Ведь многие совершают такую ошибку, выбирают за детей институт, выбирают вообще все. А зачем? Дайте все-таки им свободу, да, и научите жить. Ну вот знаете, если спросить вот вас, как маму, что бы вы хотели для вашего ребенка? Вот многие говорят успех. А ведь счастье... Нет, счастье как-то хочется. Ну, конечно, да, счастье. А счастье это кто? Это тот же человек... Вот то, что я вам сейчас описала. Это гармония в жизни. Это все гармонично. Это и самое сложное, чего можно достичь. Все-таки с успехом да, где-то но когда проще. Ты подстилаешь везде соломку, если он ни один раз ни обо что не обожгется, но он не научится выбирать. И он может очень сильно упасть. Конечно. Однажды, и серьезно. Да. А главный совет сегодня очень любят все психологи, там тренеры говорить, как стать желанной, как стать любимой. Как стать желанной и любимой? И сохранить брак 22 года. Да знать бы. Вы знаете, я когда выходила замуж, у меня был такой коллега,
Евгений Аронович, он сейчас уже очень взрослый, обидится, если я назову по-другому. Вот, он мне сказал: Лена, я тебе только одно желаю, никогда не носи халат и бигуди при муже. Ну вот я, Хороший совет. всегда это помню. Вот, наверное, это хороший совет, да. И потом, не знаю, любить себя, наверное, опять же. Любить себя. И важно, конечно, прислушиваться к другому человеку. Это тоже не все почему-то понимают. И я сама поздно поняла, если честно. Почему-то много перегибов, да. То есть если вот я, например, сейчас сказала про кислородную маску, сейчас все бросятся там кислородные маски на себя, да, надевать, но надо же понимать, что тому человеку тоже она нужна. И вот когда я это поняла, а не только дай мне, да, начала себя вести, как-то у нас и отношения как-то гармоничнее стали, да. Хорошо, Елена Петровна, в завершение такой короткий вопрос. Женское счастье это? Когда все дома, когда все спят, и все здоровы, и вот тут начинается женское счастье. И женское время, и личное время в том числе. Да. Елена Петровна, большое спасибо за этот позитив, за то, что вы показали все-таки, что в многодетности, да, есть острые углы, и не все так сочно, красиво, но вместе с тем, вот где-то вот в этом прекрасно. Действительно, это прекрасно, и в этом и есть счастье. В радости вашей многодетности, пусть и не юридической, пусть детки будут здоровы, и брак еще свои многие годы просуществует. Всего доброго. Спасибо. До свидания.